Коронавирус в мире. Число заражений превысило 47 миллионов 800 тысяч. Наибольшее число случаев заражения COVID-19 и летальных исходов в США. Число летальных исходов в общем составило 1 миллион 220 тысяч 535. Победивших опасный вирус 34 миллиона 357 609 американцев. При этом лечение 12 миллионов 275 тысяч 898 больных продолжается. Первые строчки в печальной статистике остаются за Бразилией, Индией, Мексикой, Великобританией, Италией и Францией. О ситуации с коронавирусом в мире в нашем ежедневном обзоре. Европа надеялась пережить зиму без полномасштабного локдауна, подобного тому, что весной поверг вторую после США крупнейшую экономику планеты в самый глубокий кризис столетия. Не получилось. Вторая волна коронавируса накрыла 500 миллиона человек в странах Старого Света. Европа попрощалась с надеждами на быстрое восстановление и принялась подсчитывать убытки в надежде понять, переживут ли локдаун 2.0, истощенные карантином бизнес, население и казна. Главные жертвы первой волны – рестораны, авиакомпании, магазины, театры – предупреждают, что новые ограничения их добьют. Другие говорят, что бизнес набрался опыта и лучше готов ко второй волне, а падение экономики в целом будет не таким существенным, поскольку падать дальше особо некуда. Но все сходятся в одном: прогнозы весны и лета оказались чересчур оптимистичными. Отыграть потери нынешнего кризиса быстро не получится, и наметившееся было оживление экономики зимой не продолжится, как думали ранее, а обернется новым спадом. За последние дни практически полный локдаун ввели Франция, Великобритания, Австрия, Чехия, Испания, Бельгия. Германия снова закрылась частично. Италия пока надеется обойтись региональными карантинными мерами. Однако, в отличие от весны, почти везде пока открыты и школы, и офисы. А недостаточная суровость ограничений дополняется необязательностью их исполнения со стороны части населения, утомленного локдауном. Мы не ожидаем драматичного падения, как в марте. Почему? Во-первых, потому что основной ущерб отраслям экономики, наиболее пострадавшим от социального дистанцирования, уже нанесен. Во-вторых, мы постепенно учимся функционировать в условиях пандемии, что позволяет в новом локдауне частично сохранить деловую активность. И в-третьих, и это самое главное, экстраординарные антикризисные меры бюджетного и кредитного характера. По оценкам МВФ, только государства Большой Двадцатки потратили на поддержку населения, бизнеса и здравоохранения более 11 триллионов долларов. Это свыше 13% мирового ВВП. Глава МВФ в очередной раз призвала власти всех стран, которые могут себе это позволить, не сворачивать господдержку экономики, поскольку вернуть ее к нормальной жизни после искусственной комы, пусть и дорогостоящей, намного проще, чем допустить необратимые изменения и отмирание целых отраслей, а потом пытаться оживить труп. Кроме того, многие рассматривают вторую волну как доказательство неэффективности масштабных санитарных ограничений. Недовольство выплескиваются на улице. Народ протестует в Италии, Испании, Польше, Чехии и Германии. Германия продолжает оставаться в авангарде ужесточения карантинных мер. Ангела Меркель призвала население уважать новый локдаун, который продлится до конца месяца. Она заявила, что населению придется отказаться от масштабного празднования Нового года, но выразила надежду, что Рождество немцы смогут справить в семейном кругу. Бары, кафе и рестораны, а также театры и кино будут закрыты. Но, по крайней мере, жителям Германии не запретят выходить на улицы. Джузеппе Конте, премьер-министр Италии, первой европейской страны, объявивший полный локдаун в начале пандемии, на этот раз сопротивляется требованиям снова посадить все население под замок и вместо этого предлагает точечные локдауны в наиболее пострадавших регионах. Британский премьер Борис Джонсон, решившийся на второй национальный локдаун, теперь вынужден отбиваться от критиков, которые утверждают, что он окончательно добьет экономику Великобритании. Сторонники карантинных мер, в том числе и медики, и эксперты в области здравоохранения, возражают, но без новых ограничений число умерших от COVID-19 британцев значительно превысит показатели начала года. В Швеции, которая с самого начала пандемии коронавируса отказалась от локдаунов, во вторник зарегистрировано 10 177 новых случаев заражения коронавирусом. 31 человек умер, и общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 5969. Как сообщают разведслужбы Южной Кореи, северокорейский лидер Ким Чен Ын, утверждающий, что в его стране коронавирусом не заболел ни один человек, предпринимает экстренные меры для того, чтобы обезопаситься от коронавируса. Для того, чтобы не допустить в страну возможных заражений, из Китая на границе, которая никогда особо не охранялась, были установлены мины.
Новый антирекорд в России. За сутки COVID-19 заразились почти 20 тысяч человек. Из-за опасной инфекции в России за 24 часа скончались 389 человек. Общее число умерших с начала эпидемии достигло 29 217. В России вылечились 1 266 931 человек, в том числе 15 567 за последние сутки. Лечение 397 306 человек продолжается. Ношение масок в Грузии с 4 ноября будет обязательным как в закрытых пространствах, так и на улице. Об этом сообщила вице-премьер-министр инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили. По ее словам, ношение масок – самое эффективное средство защиты от инфицирования коронавирусом. Для нарушителей масочного режима предусмотрен штраф 20 лари, около $6. С 4 по 25 ноября во всех крупных городах страны учебный процесс вновь перейдет на дистанционный режим. Кроме того, рестораны и развлекательные объекты по всей Грузии будут работать до 22 часов. Юлия Ценко, Багат Каязов, ЛТР, Бишкек.